Халифат, мачо, изгечено, мурец. Ну, что, чувствуешь, искренне, только Чувствуешь. Вимма, я там была. Чувство верующих. Оскорбляться, я ж. Ебал, братья. Даже Путин бехет наук, ажланец. Молодец, Бог, Путин, Allah, рейс, лицо. Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда – это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. Оскорбление. Святых чувств, представляешь, да? Святое чувство. Нарушение чувств, нарушение чувств. Мне очень интересный подход к Нарушение психики, хуем, Халиф, Шарли Абдул карикатур ничайна aldırtıyor videolarda. Сигнал, ну, я получаю, что чушом, вот он дебил, я, дебил, Франция, квартал, хохо, зеленый, да, ой, что с душом. Сегодня противостояние Европы, Запада и России со 100% на стороне России больше. И ашхали партии больше, и так не дают до Турции и наш. Это, ок, Франция и наши гу, ملوار Пригожин уже власть, я не معلومة боят дешь. Я Сулейманов, Хунялинг готов убраться, вообще чего мало. Сядь на себя ответственность, за руль. الحال سوابده أبلودك حاخو إتشي عزرلهم يعني حاخا بو هناخش قام خورشيا أرش بسته با حي أنچون كلا يشان قدا ناخش قام تعديش دوقش شاش إشت يجدت دوتر دو ماتشول اللي شو بريشمان دوقشات أنا هوك ده دخوة تشوش وعيس Но Польша и Нагвесер, но профсоюзная деятельность. Синош Весер, князь Дуинда. Ты хочешь вистулш хастенцо, вистула бош. برلين ناخش غير مشتري شاي يد عي أنيو يد جاز Ибрагим, что вы? Vamos de aon еще. Это видео, я не помню, где оно было опубликовано, либо на радио Маршрут, либо на ЧДП. Там пожилой мужчина был, и я не могу сейчас найти это видео, и он что-то говорил про... Он опровергал вещи, которые были сказаны на НИСО каким-то муслимом, что ли, или чем-то еще, какие-то исторические моменты. الله ده Путин وإطلانسо. Свободно муслим, какого муслима? Чуть-чуть не понял. Я не знаю, какой там муслим на НИСО или кто-то. Я, к сожалению, я не помню содержание, но когда я смотрела это видео, у меня было много вопросов. Я просто сейчас не могу это видео найти, вообще этот пост на радио Машу или на ЧДП. Dalida Hagiz, Jamaat, Allah Hilla Bosh, Halagitия. Те, которые говорили там, да, там говорили, что раньше там чеченцев, всегда у чеченцев были джамааты какие-то, и даже
Партия, С партия была 88 джамаатом. года. А С это, 88 ну да, 88 это есть года. на ЧДП видео, потом его Муса определяется, Рючо, Пурга, А, да, Муса с Муса, ЧДП, Муса. ЧДП на тегум пустига, но это простительно, Аллах, свою критика принимается, но понял, что дикты на Муса. Как свидетель, он четко на все точки над «и» поставил. Муса. А оно не Allah удалено, это razı видео. Я просто сейчас не могу его найти. Я сейчас ссылку скину. А, все, я нашла. Там на превью просто обезьяны. Да. А что это за olsun. тема, про которую они рассказывают, что вот газета Барт. А, я вспомнила. На ней по-моему, Барт тоже назвали джамаатом. А он говорил, что это не джамаат был, а Да, демократический какой-то они все называют джамаатом, даже Удугова, который аленький цветочек, там пел вот эту песню Дадашева, и Удугов там сидит, опять тумаю, шампанский очень. Даже это они называют джамаатом. А что за аленький цветочек? И Сейчас скину. Русская народная частушка. вот О, можно рассказать Ассаламу про... алейкум ва алейкум ассалам. Степ, ну, степ. Ассалам. Потом, это мне вопросы надо задать. Вы потом поговорите, там я втиснуться не смогу. А что это за ВДП? И можно узнать про газету Барт, что это все тогда было? И кто был тогда Муса Темишев, что он делал? Он там много интересного рассказывал, что они, по-моему, втроем были, что-то там Яндарби. Историю не знаю, к сожалению. Когда Темишев Так, что-то рассказывает, вот, нужно полностью записывать на во-первых, диктофон. ВДП – это партия, Войнавская демократическая партия, которая вот это, короче, на стыке вот этих перемен развала Совка там уже зародилась, и они, пока там вот этот Советский Союз уже пошатнулся, они работали на то, чтобы в дальнейшем как бы стать демократической республикой, и как бы уже, я не знаю, насколько они вне Русни нас рассматривали, но у них были демократические взгляды и ценности. И в приоритете, да, их вот этих там чаяний. И Барт тоже самое из этой оперы, они тоже антисоветские, вот эту газету печатали, информацию распространяли, и тоже там как бы на благо там чеченцев, ингушей, короче, вот в этом русле, в этом направлении действовали. Сидя Муса, Милош, Абу Муслима, но это до того, как все переключились на исламский порядок. Так, сидя Сухайна нормально, демократические вот эти воззрения, взгляды, к этому все шло. И ВДП это обычная подпольно созданная партия была в своей основе. Они, короче, как бы созывали вот это общенациональный конгресс ОКЧН, после которого там было там тоже определено и статус наш, и взятие курса там, и как и они перебивали статус автономной республики союзную, там, короче, во всех этих сейчас хадите, чдикандара бадидич, вот уркшу халабы, хотя бы там голос хитин роботовский, еще гришки еще, как бы
жгучая улица, жгучая улица, чистый голос, швейцна, очнулся, садится там, несмотря на то, что он тоже там где-то, свой куча, например, свой куча, дычка, тоже где-то там залезали в это всякие идеологическое дерьмо там, пачкались об этом. Но при всем при этом надо все равно, Ленин должен быть. Единственное, не ишду, если хашхил дел, и хашхил тахила, и пересмотреть день, и хумат шутиер дауэл, и дата и признать, да, значит, я душу кун юр, что это. Вот, и просто и табеш там, они по горлу в этом, поэтому тебя хулил, да, сундел, все под корягу заползли, и сейчас бубачься хочешь. Там, короче, находятся. Это единственное, там, Закаев и Дигов, которые одни из главных вот этого всего баламутивания, вот этого всего балагана, одни там из начинателей, да, вот они все равно лезут куда-то туда, в эфир, и все остальные молчат, заползят в свои норки куда-то, под корягу, и хан сатюс, вот хан, вот знаю, хан сатюс, что как бы все пройдет сейчас, все лучше станет, или что они думают, вот, само собой что-то наладится, или то, что они удержат вот эту информацию, какие-то происходившие процессы, и что как бы сейчас все пройдет, и они как бы и само собой там все образумится. А Вот кто и эти ой, все Люция, остальные? А кто эти все остальные? Есть вот Закаев ой, и там Дигов, огромное которые... количество людей, которые во всех процессах участвовали, там, как вот, например, Муси, они же еще живые там, они точно так же, помимо того, что они живые, они где-то на территории некоторых стран, где им дали убежище там и так далее. Мама буйна. Еще هم ضحوا دين ضحوا بقش уйдут они, и Сколько не они оставив числились? ничего, и оставив только следующее поколение пушечного мяса для русни после себя. И чего, думай, вот главное оставить побольше пушечного мяса для русских. Побыстрее там размножиться, вот этот демографический фонд повысить. И чтобы и не дать ему ничего, не объяснить им, что произошло, чтобы они по граблям не ходили, не оставляя после себя никакую информацию, не попытавшись повлиять на происходящую ситуацию, вот как этих кролики там плодятся, и что расплодить и засунуть их под русский сапог. Вот ищет, короче, какая-то вот такой какой-то мирок. Ну и все при этом, а исляма на это потели, короче, и этим все равно дал диезвать тебя. Хватур мадайцы почал, все тебя, Аллах амал лирди цаир, что и хватало, все, а исляма, я очистился, я в раю буду. Вот и что ты хочешь, а дашь бог масу. А насколько их много, всех остальных, которые в этом участвовали? Их десятки, сотни? Да, 50 плюс. Сотни не будет. Сотни не будет, но вряд ли их там сотни там. Не, хербон как-нибудь. Не обязательно все, кто начинал это дело. Тут кто-то же косвенно участвовал в этом во всем. Человек латина. И правильно, но действительно говорится, и в 88 году там, знаешь, где, Жамаат, Шер, Бежнеждальеш, Дербош, действительно говорится там, совместный швейцарский, шаманский, Бежнеждальек, и Милвар действительно говорит. Я так и не понял по голосу. Я слушаю сейчас его.
в интернете найдете его выступление, его описание предреволюционных, 2-3 лет и послереволюционных. Там будет. В общем, там он этих случайных людей, которые к нам, члены президиума чеченского Кабмета, не имели никакого абсолютно отношения, даже после. Вот их привел там в организаторы там, всех наших сабантуев, Умарова, Ису, всех классов, которые вообще до 91 года мы его близко, я его лично близко не подписал. К нашим делам не посвящал, он мой студент. Но тем не менее, я знал, что психопат работал 15 лет среди сумасшедших в психиатрической больнице в Драгунах. Вот работает среди, находясь долгое время среди сумасшедших, он сам стал психопатом. Социопатом, психопатом, в общем, психически больным. То, что его помнит, вспомните, из-под взгляд стеклянный. Это было нечто отвратительное. Никакого отношения. После 91 года Он говорит про какой-то президиум, что он своего кузена близко не подпускал. Почему он не подпускал его близко? С Березовской, шаец, да. Удугов, Ирцовичек. Это он про Удугова? зашевелился, он удолго на этой связи с ближневосточной психиатрической больницей. Мы их видим, сейчас не имели никакого абсолютно отношения, даже после. Вот их привел там организатор всех наших сабантуев, Умарова, Ису, психопат, который вообще до 91 года, мы его близко, я его лично. Умарова Ису, он сказал. Близко не подпускал. К нашим делам не посвящал, он мой кузен. Но тем не менее, я знал, что психопат работал 15 лет среди сумасшедших в психиатрической больнице в Драгунах. Вот, работая среди, находясь долгое время среди сумасшедших, он сам стал психопатом, в общем, психически больным. Тот, кто его помнит, вспомните его, из-под лоба взгляд стеклянный. Это было нечто отвратительное. Но никакого отношения. После 91 года он зашевелился, он долго наладили связи с ближневосточными провокаторами. Я до сих пор не знаю. Step by step, Саликов. А ближневосточные провокаторы, про которых он говорит, это он про Хаттаба и вот про всех этих? Ну да, там про президиум, это президиум, он имеет в виду, который у нас был по республике. И Ригов, название ностальгировать даже своему джамаату дал название президиум. И мы еще там дополняем его, Верховного Совета ЦК КПСС. İşte из Удугов, это его, короче, кузен или кто-то, или почти кузен. Он говорил про Умарова Ису. Да, Удугов это один из этих основателей шарикатов, один из тех, кто с Яндарбиевым тоже там, ну или они в одной связке или в разных тележках. Но уж попой заложительный, мина замедленного действия под чеченский народ. А Умаров Иса, вы про него знаете? Да, это тоже идеолог, который скончался или закончился там, в Сирии, якобы, тоже не факт. Иштагур Кегин, вот когда дагестанская вот эта кампания началась, вот там люди с какими-то своими намерениями идут туда-сюда. Кто-то идет там помогать дагестанцам, карамахинцам, чабанмахинцам. Кто-то идет там еще что-то устанавливать. А в это время Удугов провозглашает, что впервые в 20 веке чеченцы первые нападут на кафиров и первые начнем их уничтожать. Мусульмане, вернее.
чеченцы там сказать было сложно, потому что весь сброд там собрали там со всего Кавказа, с Русни, с Татарстана, с Крыма, короче, со всех дыр, вся гебня всех, короче, республик, там, государств близлежащих. Чаю гебня тига, агула ин, учеб шобо, тига латин, и он провозгласил, что впервые мусульмане первыми нападут на кафиров, и первыми начнем их уничтожать, Аллах Акбар, и все. После этого там пятки его просверкали, и никто его не видит дальше. Никакой он первый не захотел не напасть, ничего, а полностью испарился. Вот как Ломаев испаряет демократов, испаритель демократов. Вот так вот Удугов как раз непонятно, в неизвестном направлении просто тупо испарился. И что до тебя, а этот Умаров Иса тоже, брательник их там. Этот Иса Умаров, он тоже провозглашает Дагестан исламским государством. Это видео есть в эфире. И назначает от имени улемов, короче, Кавказа, имамом, короче, эмиром Дагестана Шамиля Басаева. То есть Вайта на камеру. И тоже исчезает в неизвестном направлении. А потом начинается вот это бойня, да, и уничтожение второй чеченского народа, взрывы уже домов ФСБ дальше доделала там в Рязани, ну, этими с Удуговыми, Умаровыми начали они, и там они как бы, чтобы полностью их благословили, и русские, и международная общественность, вот эти дома взрывали, потом на Рязанском Сахаре у них все обломалось. Иштибол, Бир. Вот, Объявлено военное положение по всему Дагестану. Дагестан объявлен независимым исламским государством. Всю полноту власти на этот период Шура Алимов Дагестана передает амиру Маджлисул Шура, мусульман Ичкерии Дагестана Шамилю Басаеву. Это и есть тот Умаров Иса? Да, изюй ублюдок. А это уже какие годы были? Это 99-й разгар. Вот это Дагестан. Или мы будем сидеть, строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Вот сейчас построим завод, там сделаем, значит, соберем комбайн, построим еще здание, потом все будут жить хорошо. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафира и первыми начнем их убивать. Это главная и основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Привет, Владик. Привет, дорогой. Привет. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Ну, Казбек сегодня приехал очень расстроенный. Что значит расстроенный? Ну, вопрос же стоял о том, что он 2,5 единицы привезет. Что? Ну, лужайся, Владик. Единицы. А? 2,5 единицы привезет. Владик, ты что-то перепутал. Я об этом никогда не сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал. Аллах, люем. Аллах, рейс, юхан. Почему пентагон, пошерепат. Бурюкач, ищич. А когда Дудаева убили? В каком году? В 96-м году. Такое ощущение, что его убили и все пошло под откос. Ну, так оно и есть. Неужели там больше никого не было, который мог бы, не знаю,
Наверное, он все понял и Вопрос поставлен неправильно. Было, не было, конечно, и сейчас есть. Просто سويت تحونت يا Да. إمبير تيجي قيتم تيجي سويت هر بريشمان دوك شو يلي شو تانا شركات بريقات يزنوف чембош إيش финансировать из Руснену финансировать я شو يشنت цены юриш буцер продвижение шо цан тя дождь тя может тя масу канал шо крутить я шо пришман доок Ach, noch zu Zoll, zu gehen. Noch zu Wall, oder noch zu Reba, noch ein Bitar. Noch ein bisschen verletzt, noch zu Boy, Schbo. Horsch, Luciatos, auch Hüleli, also was, Schboy, Luschbater. Schön auch, Balar, Boyen, Herberto, Herdevnin, Devna. Баклопин. Уже кетмегер боя можно понять, я шкулилишь. Просто послушай. Литвиненко, которого охраняют спецслужбы Великобритании, они могут замочить. А вот нашего халипатчика Закаева, вот никак достать не могут. Зелен, Хахангашвили, центра Берлина могут, короче, убить. А этих нет, которые на митинге там уходят. Каждый божий день митинг, сейчас Бали, Балох, сейчас швуются, ушли в спорт. Это просто детский спектакль, уже хайф. Кстати, вот раньше, когда я всего этого еще не знала и думала, что Зикаев этот нормальный человек, я задавалась вопросом, почему с ним еще ничего не сделали. Он же ведь в открытую может выходить, там, в мероприятиях участвовать. Они же его давно бы уже застрелили где-то. Ну, аж почва страх нагонять. Я вижу, да, самое давно могли бы, не могли бы больше. То, что могут, то они делают. И то, что им нужно, они делают. Свободня, Кутаев, что они не могли. Его посадили, просидел, вышел, и потом возглавил казачество Бош. Так, мы здесь Бош. И потом он резко оказался рядом с этим, как говорится, английский сидели, смотрите. Это страх Швейца нагонять те, что если страх сейчас, они это сделают, они это не делают, Бошу. Страшилок Швей. Не, страшилок, моя. Страшилок, сейчас мять вешь массу целую, Гириханов, почему-то оказывается на Западе. А от Урчества, конечно, страшилок шарец. Урчество надо, как суслики тогда, продолжать всем сидеть, и нет никакого смысла вообще. То есть, и там ненароком, да, там, пытаясь, я не знаю, поставить под сомнение, да, деятельность вот этих людей, сейчас ее общество, Тузик отцов, короче, сейчас первого, все, Армаду уже. 10, сколько лет уже? 10 лет Тузик всех держит в страхе. Якобы на бункер, аж потом молотком за ним, короче, черныш хайпуш, потом на миллион его расстрелы, короче. Из-за общества пугать тердусь. Это просто страшить общество. Из-за все равно не стоять. Так дела не делаются. Тунсон вообще удостоверение, Киснадол, Жлиржма, Вайнхама, Гириханов, Худеш Лешев. Просидел в Москве, потом приехал в Европу, резко оказался с этим рядом, с этим, как его, Закаевцами. Почему-то и все они оказываются рядом с Закаевым.
То есть это Это другая намысленно вводит. тема. Это другая тема. Ну, вот эта тема, что любой, который проявляет инакомыслие, тут же будет расстрелян бошта, из-за вообще худеют, что ну, особо он горбех бохче, я хочу горбех, просто идут, что он дует, из-за запугивания, хули свой цакрым, оцерлило, что кул гуч баха, уртица, запугивать точнее исподательство. Собственноручно. Я говорю именно тех лиц, которые типа против России, против захвата нашей страны, там, оккупации. Запомнил, что сейчас можешь гадать. Словоблудием, которые занимаются, работая на России, словоблудием занимаются и палили. Я это понимаю, и словоблудие, я даю мою, но словоблудие, хилар, это одно, но когда вот это может течь, да, или сок течь, просто... люди, которые брали эти единицы, они вообще, никто их не ищет. Тузикс и чара, да, просто первый, второй, Вайтан дүйчüm дукарk, Вайтан объясняет, что там дагадын шукаче Кремль занят борщ, занят борщ, сам долевой буквы, вообще ощущал персонально сейчас, вот соцсети году постоянно все пытаются политизировать вот эти персоны, то есть сделать из них чеченскую какую-то политическую свиту. Что просто у чеченцев... Он, да, царя, дешь политик, дешь, мы показываем истинное их лицо. Не существует вообще никакой политической силы. Это я говорю с сожалением. У нас нету никакой политической вообще там, группы, силы, какого-то движения политического, то есть там которое стоит на позициях там, национального интереса чеченского и так далее. То есть есть, да, политические, занимающиеся политикой люди есть, но это политические исламисты, ну или исламисты, да, это и есть политический исламизм, ну или политисламисты, чтобы еще подчеркнуть это. الله مواصلة سهلة آخره شوية شات رولات كيشوابا إيش تو مواصلة شات رولات كيشوابا مواصلة Из вот этой среды делать каких-то политиков тоже опять-таки неправильно. Он если говорить, да, правительство Чеченской Республики Боша и правительство Хилитвеч лично сонеллах позахочешь правительство Хилитвеч не просто там болтология или ложь, полностью включиться, вложиться в это дело, чтобы у нас было правительство, да, и популяризировать, и отстаивать, массово, информационно, волмумба, хоча собрать, наверное, и волбеш, и именно и правительстве позиции, что отстоять, уж разъяснить, nach all шхаздаца проститут мож, артист мож, и умнешь дуючана, и он отстаивать дешь, даже разбор шла куда, включить садин в это дело. Эти все вот это вот время, да, с момента
вот этого поворота в исламизм открытого, то сделали то, чтобы то есть правительство, а любовь, царь яц бош, яц пожамакатю. А и правительство любовь, нет, мы жамакат. Нет, мы устанавливаем Коран и Сунну. Дальше, ну не то, что дальше, вообще Коран и Сунна и шарикат, дахват уж волна, правительство, юбе ахчаха уже хахт смахули. Плюс такие хулис, то есть ты тоже способствуешь вот этой такие, когда подчеркиваешь, ну, или несешь в общество вот такую информацию, что это некое правительство туда-сюда. Правительство, езерой, изгнание, это есть практика там, правительство, изгнание. Но если его нету даже, этого правительства, и какого-то там цепочка, там, легитимность, передача, и цахильчи, любому народу, любому государству в 21 веке вот это вот сформировавшееся там международное право, международные устои, вообще на первом месте Богом данное изначально всем народам право, оно им позволяет этим народам сформировать, если нет, вот сейчас исчезло, да, вот у поляков на самолете сбили все их правительство, русские. Что, чубавать накуш? Все, ой, правительство, да и Аллах, мы расходимся по домам. Сейчас у нас, потому что нету возможности там провести какие-то, это снова сформировать. Ну, в их конституции, может, есть там какие-то, но даже если вторых и третьих вот этих вариантов, да, которые при ликвидации правительства или там гибели, или там какая-то чума распространилась, и все, и те, и вторые, и третьи какие-то позиции, они полностью погибли, да, там умерли, исчезли, испарились куда-то, как Ломаев, как демократов испарили их. Чтобы лопаш. Народ опять собирается, и из того, что у них есть, они полностью вправе сегодня в 21 веке, и вообще, повторяюсь, Богом данному для человека, для человечества, для народов вот этом праве, они имеют право полностью сформировать новые структуры или до каких-то в 21 веке существующих там демократических вот этих выборочных систем, до этого момента сформировать какую-то политическую среду, которая будет отвечать интересам народа, нации и приведет их на тот уровень или на ту позицию, где у нее будет возможность сформировать уже там всенародно, проголосовав там и так далее. И еще условия, создать, сам народ берет в свои руки борозды и создает это. Ну, правительство, хульшу тоже, в изгнании бывает правительство, такие прецеденты существуют, это тоже имеет место. Если это правительство отвечает интересам нации, если это правительство, оно реально выполняет функции правительства, а не выполняет функции установления Корана и Сунны во всем мире и не призывает там, подготовку и джихаду на пути Аллаха, и не борется с кефирами, которые пытаются, я не знаю, там, испортить мусульман, а именно отвечает интересам вот этой нации и за вот это, за их государство, за их политическую составляющую. То есть стоит на этих позициях, хульшу и правительство, и хильча дикту истах.
И цахельчи еще что из сформировать юния, да, обязательно правительство цаичи политическую силу, которая к какому-то логической развязке доведет всю ситуацию, и потом там проведет уже вот эти все нужные действия, которые восстанавливают государственность. Ибрагим, И у нас нету этого, просто я сейчас просто нету у нас этой среды, и говорить о том, что у нас там политики есть какие-то, у нас нету, у умы есть исламисты, которые нашу чеченскую трагедию, нашу политическую сложную ситуацию, нашу вот эту военную ситуацию используют для установления своих идеологий, как много больше чеченцев затянуть туда, чтобы они во всем мире установили хринлифаты вот эти, свою вот эту вот Вот как раз бурду. Ишмабу Ибраим как раз и кидает этот народ Ишмабу. Ибрагим, ты сказал, что пытался и пытаешься создать правительство, чтобы оно было, или я неправильно сказала? Нет, я не пытаюсь никакое правительство создать, и не пытался создать правительство. Просто существующая вот эта политическая сила, которую сформировали там во главе с Закаевым, часть каких-то наших политиков, депутатов там и так далее. Вот то, что они сформировали, вот этот кабинет министров, назначили там Закаева после вот этого, того, как Милуис, Дока Умаров провозгласил Эмират, вот на этот период политики, депутаты, короче, там, там часть каких-то деятелей взяли борозду в свои руки и назначили Закаева. То есть законные избранники, депутаты, они все еще существовали на этот период, и сейчас там один существует. И они имели, ну, у них есть как бы все еще полномочия там выдвинуть кого-то, заниматься вот этой вот деятельностью уже официально, скажем так. И вот они сформировали вот это сформированный там кабинет министров Закаева, они его признали, они его поддержали и толкнули это дело, перехватив инициативу после провозглашения Эмирата Кавказ. И это все нормально вроде. Но потом там что происходит? Этого назначенного на парламенте и квартал Гуац, председатель парламента Сараляпкин, его там зажали, его потом какого-то Лема, не Лема, там еще несколько депутатов, их там зажали, и они отозвали, распустили, короче, снова Закаеву. Как приняли, так и распустили. Ну, Закаев не распустился, короче, он пошел дальше, и он имел право, потому что если этих шпанули, взяли там за горло, он имеет право дальше вести это время, это дело, и это вполне разумно, вполне законно и так далее. Потому что когда его выбирали, эти люди были свободными, а когда их уже взяли за горло, там, за хвосты, тогда уже, тем более, если они, даже вот эти, ну, депутаты, если они распустили кабинет министров, они тут же должны были параллельно другой создать. То есть без создания параллельно другого просто распустить там то, что у них есть, и самим разойтись, и это доказывает то, что это уже было сделано под давлением. То есть хира бенцицкштан боца дабигин штабигна хошкуза. Туа бенцицкштин, короче, шабаш адабин. Задний туа нахцерк, такими, грубо говоря, понятными словами.
изденчил око дальше, эти остались, дальше понесли это дело. Ну, несли-то, несли, это понятно. И дадянчо да А, их не идеясь. ну, несли-то, это что, несли они, это понятно. А куда они это принесли? В халифат принесли? А нахрен тогда? Зачем докку отменять? Зачем вот это Багдади тогда отменять, ему байат не делать там? Зачем? То есть то, что они вот это параллельное, да, скажем так, незаконно созданное течение, которое, ну, которое сформировалось и выбилось из вот этого государственной линии, да, и потекло в сторону Эмирата, потом потекло в сторону халифата оттуда же. Чем оно хуже, чем теперь Закаевское, которое потекло по хабашитской своей там наклонной вот этой. Точно так же, только там вид с другой стороны. То есть смысл маяться. Лучше бы там Багдаде сделать, потому что они намного серьезные ребята, без каких-либо посредников, там, закаевских, этих хабашитских мул, которые там, у которых они вот эти спрашивают, там, фетву берут, там, и так далее. То есть еще смысл маяться, что тогда надо было вон туда, дальше идти за Доккой, за этими. Теперь эти что сделали? Инициативу перехватили, домуются. Маски шоу был такой прикол. Этот минный с миноискателем ищет. Нашел мину, всех остановил. Осторожно, мина. Подошел и ногой по мине долбанул. То есть сначала всех как бы спасти, да, найти какую-то проблему, взять ее инициативу, а потом взять ее и взорвать. Сделать то же самое, для чего она предназначена. То есть то, что и было задумано, да, там, против нас, взять это и не другим дать сделать, а самому перехватить и самому сделать это же самое. Больше никакого смысла. И все вот эти, которые вокруг них крутятся, да, Кутаевы, Ихваны Герихановы, всякие, потом Эрхавы, Кутаевы, потом вот этот Хусейн Мулла, который из Киллю, Мичарис, который с Кады Аймани Межди Чуашу. Этот, ну, хотя был и ситуацию, да, шахматист, который приехал, вот это степ-бай-степ, брательник, который Ахмад Хаджи фильм делал. То есть афера связки из-за полностью, как бы, я не знаю, нормально даться как минимум. Ну даже нормально, сахильчи, хакар просто, нахер ушел, исламские государства, в преддверии русско-украинской войны, это точно тот же самое они продублировали, когда Докка Умаров провозгласил Эмират Кавказ в преддверии вот этой вот американо-российской признания в пику друг другу Косово, потом Южной Осетии, Абхазии. И вот там следующее, как бы в пику, чтобы признать, стояла Чеченская республика, а ее уже нету. Докка Умаров заранее провозгласил Эмират Кавказ, чтобы уже почистить это, чтобы русским было легче там в пику американцам признавать эту Абхазию, Осетию. Точно так же эти преддверия там русско-украинской войны, чтобы наш вопрос не всплыл и мир вдруг не понял, ага, оказывается, там чеченцы, их точно так же, как и с украинцами с ними поступали. Чтобы вот это вот не всплыло все, и наш вопрос как бы не стал на повестку дня, чтобы о нас не задумывалась мировая общественность, и чтобы мы снова не толкнули наше дело, его заранее перевели в статус исламистов. А исламистское движение, оно мир, это то же самое, что и Докка сделал, Эмират Кавказ, и
Вот это продублировали здесь. Все, на этом опять крест поставить. И оказывается, русско-украинская война – это другое вообще. Это война против государства, одного государства против другого, да, там, с целью захватить, поработить. А русско-украинская – это религиозная война, вообще не имеющая аналогии с Украиной, русско-украинской. Это вообще другое, это установители халифатов, шарикатов, вот эти исламисты, их просто... Русско-чеченская. Да, видимо, я там что-то неправильно высказал, да. Ищет, короче, русско-чеченская война из-за вообще другое. То есть это там, борьба с исламистами. Ищет хунду, и Пузанову, Хундацах, вот точно так же это дублируется. И то, что Закаев там тоже как бы пешка в этой системе, на это указывает то, что он в преддверии, прям вот за день, за два, когда он интервью давал, перед русско-украинской вот этой второй войны 22 года, да никогда в жизни Путин не нападет на Украину. То есть он не рассматривает нападение Русни на Украину. Но почему-то за полгода или сколько там, почти год, устраивает уже вот эти низамы и исламистские свои объединения всех исламистов. То есть это говорит о том, что он тоже как бы либо не в курсе, либо это наоборот, там запутывание, я не знаю. Если он, зная, что Русня нападет на Украину и говорит, что Русня никогда не нападет на Украину, то он пытается усыпить бдительность украинцев. То там тоже неправильно как-то получается. Иштом духа карлило, что вайкоман пойда, да, абсолютно. Вот вчера я эту Христоматия книгу, там несколько страниц почитал, просто целая рысу, и ешь, надо ее дочитать. И где вроде четко я читаю, да, ладно, махаздешно, что там чеченцы изначально вообще все русские переиначили, мы держались, чеченский народ не хотел ничего, кроме того, чтобы установить свою государственность, чтобы там придерживается демократических взглядов, там, и чисто всю свою борьбу, все это вел, ну, якобы там на освобождение своего государства и на как бы его установление. Там вроде такие слова четкие, да? А потом смотрю внизу подпись Абдулла Артаханов. Так, и Пайдан Мадацис, человек, который сидит там и низамы 2002 устанавливает, он пишет, так, получается, вайгудая что куза, кефиш, их уштувай демократии, военвашно, уещаться, демократия, уещаться, мы кефиром делаем такие, а сами хотим шарикат установить. Пайдан, да, лучше бы вы свой шарикат не на нашей теме демократы, боже, умничаете, а как есть чисто, у нас самый чистый шариат, мы люди шариата, мы шариатская нация, у нас нету никаких границ там между национальностью, там, какими-то там классовой, никакой разницы у нас нет. Мы шариатские люди, мы умма, мы хотим. Вот посмотрите, ООН, ОБСЕ, видите, какие мы хорошие, розовые, пушистые. Дайте нам возможность шарикатить. Вон в Бангладеше у нас очень большая потребность шариката. Мы люди без нации. В Бангладеше тоже наши мусульманцы, наши умма. В Афганистане тоже, везде. Вашу вот эту идею, идеологию несите. Зачем вы на самый страдающий, многострадальный чеченский народ
берете и на его горе хотите, на нашей проблеме Ичкерия, и пытаются вот это наше демократическое нутро, фундамент наш, вот этот стержень демократический вообще чеченцев, его полностью перемешать, перепутать и показать, что мы здесь врем, брешем, у нас никаких демократий. Дискредитировать Олсонах. Хотят Да, дискредитировать. да, ну аздех уже, когда там, я не знаю, находишь микрофон. Ишти курю хакар киегошо, курят. Шей шарика чда хитош, шей все равно дахал диеш дашу. Все равно в дуне нах дахум долш дается шу. Я ца хокунах чурке меха дается. Шей шарикач شاين ميل بوح شاين ميل خير بول هر نوفش قام تعيز ديش اوت بنغلاديش يا دعوات لوش درس اوت بوتانيا دعوات لوش درس اوت امانيا دعوات لوش درس دعوات تيش ديتي там устанавливать. Оставьте этот чеченский народ там. Нету ни одного, ни своего, ни государства там, ничего абсолютно. Ни прав нету в этом мире, ничего нету. Вы берете, принесли вот эту идеологию, и в самой трудной, в самой бедной, короче, в самой многострадальной точке туда пытаетесь их использовать, вот этих чеченцев, батальоны какие-то сделать, Джованни Батиста, Баэтти там в Украине, пушечным мясом сделать. Ибрагим, а вот сейчас, например, можно создать правительство в изгнании только ну, законное и легальное? Да и то Невозможно. отец. Невозможно. Провозгласить можно Шолгу Соборня. И те тоже они незаконные. Ну да, они незаконные. А вообще законное это можно сейчас сделать? Ну, они не правительство в изгнании, если говорить. Невозможно сделать, потому что даже если по такой же как бы аналогии это делать, да, там собрать 2,5 депутата, короче, чтобы они перекрестили это во имя Отца и Сына, и потом завтра этих депутатов за хвосты возьмут, чтобы солдат эрдуй, вождуй, а те начнут под корягу заползать. На личностях, тесталит мекшда царул. То же самое исполнение вот этих всех, я не знаю, правительственных функций могут делать, там, организовав политическую силу, да, там, вот, партии, как бы, фундамент, чтобы в дальнейшем люди более грамотные потянулись к этому делу, у кого душок есть еще, у кого там желание есть, кто еще полностью не опустился, там, религия, кого не оболванили еще полностью. Среда елшма и правительство, ты можешь работать, заниматься вот этим делом политическим. Как, например? А вот так вот полностью мы можем в международных институтах, например, выступать и там полностью на повестку дня выдвигать наше дело. Но сейчас в этих условиях пока сложновато, русско-украинский, но до этого времени это сформироваться, да еще как политическую силу сформировать. Таган кез тергал что, потому что первоначально легче украинский вопрос. И там закаи, там украинский, блогер, смешчва. Разные, короче. А крутить барах там вообще другая тема. Там чисто пытаются пушечное мясо собрать, там, типа показать, что там батальоны какие-то туда-сюда. Из тем, у нас тема должна быть серьезная. То есть не просто болтовня, чтобы была, чтобы нормально сформировать политическую среду, которая аккуратно будет там в час X потихоньку уже
входить во все международные институты, регистрироваться там от имени организации и выступать. Ну, и что от нас, в Сардинии, ногчи демократия, ногчи, вменяемая сила из-за того, она востребована в дуне. Еще там полностью зачмориться один садуэлло. Раз ялца, агуч бölçer, инса даже гару, тадуэле чарас ялца, вески ажиотаж даюэллар. Просто вот эти всякие агентуры руснявые тут постарались подкосить это дело. И сразу же перехват инициативы, я считаю. Юка вписаться, дальше внедриться, дальше. Ну, теперь, как обычно, Закаевская тоже вот эта сущность, там, его вот этот Айлам Паш, тоже это их, как бы ихняя тема, тоже перехватывает вот эту инициативу. И что перехват инициатив, что лелу штуку на старте даже. Дела еще так, что осилить, надо, и что дальше. Вот, допустим, пройдет лет 10 и подтянутся различные люди, чеченцы, осознанные, демократы. Вот, и что они, вот, допустим, я думаю о себе, вот что я могу сделать в такой ситуации? Вот, вот я сейчас вхожу в молодежь, но лет через 10 я уже не буду входить в молодежь. Вот, и что вот такие, как мы, могут сделать дальше? Как мы, то есть это Ну, вступить информационно, во-первых, именно в это, информационную работу. То есть где, те места, где мы учимся, работаем, вот там, где мы как бы постоянно находимся, да, там будет у нас контакт с организациями, будет, вот, например, даже какой-то студент, да, он может делать реферат. Это тоже информация, информирует он общественность по нашей какой-то теме. И вот так информационно, хотя бы на минималках, да, то, что можно делать, работать там информационно, то есть просвещать общественность о реальной ситуации там чеченской. Так, там по ходу, что, если вы Эдам Хум, скажем, Соуда, Гвалдачей, контакты потихоньку там с организациями, с политиками, там, ну, нет, ёлчуешь, просто пока и русско-украинский тем, там, ерзалц, и штадах гумнаш, тогда ловит. Но к этому времени, и ол кадвершя, савим, сформированы, гум пылдиеш, вайн нагасан из уешдала, вайн уешдала, вайн сформировать бирду, да, желание херуя, но как бы самого самол ничего, тема что хундир доци из просто усвоить это без масары. я вот всегда думаю о том, что если, например, я начну как-то светиться, да, публично, и там среди европейцев пытаться освещать эту тему. А есть же чеченцы вокруг, да, которые одни, либо это просто Да, да. вкуснявые, а есть другая сторона, которая игиловская, то, возможно, вот эти люди, они начнут меня преследовать и пытаться как-то заткнуть, я не знаю, там, побить, закидывать в какие-то группы. Вот смотрите, вот это вот особо тут устраивает какие-то движения, вот, надо прижучить. И вот такие вещи, наверное, будут разгонять людей.
Допустим, есть же еще девушки, да, которые могли бы что-то делать. С мужчинами, ладно, Да, посмотрели, поэтому вот эта запугивать. полиция нравов шарикатская, которую здесь руснявые толкают, создали, ее надо посадить на хвост. Ну, эта возможность есть у местных вот этих борющихся с международным исламским терроризмом. Ну, и сейчас шорт бол букву забыл просто. Если есть вопросы, там личку можно кое-что обсудить. Я сейчас буквально коротко отключусь, потом возвращаюсь. Холив, Монгол как вақтан жоғат өйтеді дадырян. Шпарвалирс. Холив, ламаз граммацо. Халиф, наверное, отошел. Марло чуруйлю. Наверное, 4:20, наверное, да, Марло Ширу. Лёг, Степана Хола. Дода Лаона и Вилла и Волосы. А? Степана Хола, Дода Чурава и Вилла и Волосы. Сун, хамса, асалях мати. Ирин Вала Маца. Сумом садинцон и он был. Слушай, я не слышал, и вилазует у меня литинг. Сам больной привычки цунда вот смертица, тогда улучшен, сашидош, он не дырывали там и начинает все это личные истории шлить. Harmatov zamet Nielsenes Zatemüç još izom sonne tamam evde sonra opşe takıyorum diye zavallı Harmatov zamet diye. Да. Она хило вача, хумадин вача там был, а там да, дыц, а потом всюду был он, всюду что-то, всех знает, всюду был он. Когда он успевал, я не знаю. Верховный Ради peki boyu çıkartırsın почти. Очень глядел, мультика всех знал, он там 5-й, 10-й, с ними знаком был. Можешь знакомиться, он смерти. Сейчас она ватер был, шумдис, потом, да, масса мертвых, хилых улиц. Я говорю, что-то удивительное. Вот, дюн, да, что-то. Целую, что года ждать еще где-то 85-й, 84-й года Шахильду, он ждать. Сигар дюн там. Как он успевал на все фронта, я не знаю. Главный мог Шерхан. Ну, видим. Ой, цана, да, техтен мастиш, я махал, воруш, я цела. Да, он дац. Ну, это бог дац, это дючен, володы, это тем, сашидош, я дошел. И начинает, и там, все люди уходят уже тут. Вистрел, я что там. Коротко, урштык, там, по теме, там, я не знаю. Скажи там. Вначале Лацаронец где-то в феврале Рауль Валерий вообще сатиры этим сам. А у меня вообще это духовый лючи, уже везду очу Валерий сделал. Оли Рамацин. Первое время это списывали, там, давалось, а вистрел сагуч, им там раз его тут чувенча, ногчи, там, целый канал, там, камел деш, там, соцелуша, я все понимал, там. Потом дальше в лес, чем дальше в лес, тем больше дров было дать. Картина получалась.
So Sunday na dicen do chyba що чого годами аж на це дійсно вообще ошлячи. Гантимиру близкий друг оказался у него. Там в движениях он участвовал. И мою где-то спрашивают. 88-89 год. 90-е года там. До этого он еще там в институте нефтяных ресурсов боксер Егорча, там он там где-то участвовал. Чемпионат России Эрика проводиться дешевился. Отборочный какой-то был в цирке. Там он этого знает, того знает. Думаю, да. Там он с ними там на коротких. Бегал, sen 3 boş bu da не факт, что они его знали. Да и чуть больше там бутины нахнешь. Может, лично будешь там была она ситуация еще разная. Вообще Гантимиров лично вышел бог. Цендо дева шел массу больше бог. Где-то в заводском районе он там с ними, там 5-е, 10-е божество, там личные встречи божества, объяснять, где что лучше божество, там ждут ватари. Радио И шейна. вот Радио лично шейна. я ж слушал это дело. Ты вообще не а так свои читаешь. Что там, так кооперативное движение Юлия Лятер, я до России, да, кооперативное движение Юлия развал России хилица. Тарас таскать, я шорох Нельвег. Не, ну не, еще не Лёшка, Тарас таскать, бешься движение, ах, что с первый капиталы бешен, да, и движение дается, а не, сун дадио, хенш, я там эти вещи помню. Движение. Гантимиру там на этом деле поднимались 6 скупати аж полностью масса метр тарах до и голоса не тарах, а хуис уже цена нитка денег голоса таргаса. Они чтешь, ишь уже развозить, ешь масса метр чудес, по-моему, дефицит всюду был, и это, вот они занимались по республике, там несколько человек занимались этим. В Дагестане Белаш Тиграгович, эти и ниткнешил, и машины шли. Ну, раскопать я что-то машинки завозил, кто эти нитки ахуш вот белой, и да и тогда пряжец, и там, и возить те ж масамети, чуешь через первые деньги на этом поднимали там. Потом уже более дальше уже, получается, в политику двинулись. Чогат хастон за проход черт я Гантимиру, Степанин, Рейнах Бар и Тарахизашки на Бошта. Это и дали дючник, да, это дизен. Да, и Дерцу Дючник, да, там, он занимался этим делом, он скупал в Шахизе Швейцарии, получается, может, он там этих занимался беш-беш-бац, привозил эти машинки, которые там это делают, отдавал им, а потом закупал в 6 и раз закупать. Бешем шли единицу, потом они начали присели на литературу, там, исламские литературы отца. Первые такие книжки были там, Лаймаз, Мода, Диези, Эри, Вожи, Бошта, зеленые такие были, там, обложка зеленая была, ну, такие простецкие. Случайно не такие маленькие брошюрки, я их видела в детстве. Да. Маленькие брошюрки такие, зеленые такие, и там, худо без Тут всё доводного, с них без начиналось. езиков. Да, с Они них, еще на и эти чеченском книжки, языке написаны. да, Не. и они, да, и они там эти продавали, занимался продажей этих, он там. Но там уже было задействовано уже до Голцина, Арсанова, Арбас, их задействовать, и какую-то партию начали создавать. Да, охуеешь.
не Шамир, Шелли, и, по-моему, да, там, Цигарбук и Арсанова, их задействовали там, ну, это КГБ уже на тот момент, и КГБ Иркис занималась совместно с ними, там уже где-то деньги бухивались, и Леха, там насчет партию. этого, брошюр, и Бехма была, и там, Гейнвалли. Брошюр, يوم شات بيري توم دابل هانерис, сужимовар, деда Какой Олча. же Жовгар только появился, Цурен Шиш там, получается. Не, Только там. Сайнда Геоха, Мейцас. Такие дали, то есть, это я тебе рассказываю, да, еще Жовгар только вот. Ну да, сам был какие истории царь Шварца, и брошюр. Короче, дедушка Олча, Орсо, Вайлен, яркий брошюр, что это бабе, че цигацан, карьерка на герцениш, чуавайя, чудеса карана, изайер, короче, Вайлен. Ну, соответственно, живорно, еще я взял в школе Орсо, короче, далюш, до Амстрангин, бухта, малко, еще забоши, короче. Что там интересно, юшош, то долгеш, до дейш, чуялир. Острингер, что да, дазинок, багдуэл. So ел, все кажа, дац, да, говал, мы ешь, я мышел, короче, вайли, ты, свеги брошюр. Что я вчера, что здесь карана, и это надо. Виллионс. Ну, это уже, ну, Цурена уже активно, там уже и другая литература была, там, Цурена, Аютшена, но Хуири, до, esa книжка Шмайрис, İslam Merdur, İslam Merlet, Düğüç Detsa, Muhammed Пемарш, сады праведных было, что книжки и щиты отравляются, да, это уже после Первой войны. А ведь книжки, потом Мелорис, да, и французский нагласер, исследователь Суду, он обнаружил воду, которая не смешивается, боже, чудеса Корана, да. После этого он кустовался, он принял ислам, боже. Вот на этой книжке я свидчил, это хайна Джаку Столец. Дальше он телевизор, что генерес, да, юэшчайна, це фамилия хажстраз, ерсон, юцу, биуи. Абосов динта яти, да он один игры боже, сам да геосон хан. Потом посерьезнее, сады праведных пошли, там, получить зеленый, да, я книжка Шволтер, зеленые тоже книжки были. Сурж, а я что там, Амбеш, книжки. Крепость мусульманина, да, крепость мусульманина была там, уже это пошло, уже после Первой войны, да, уже. Леха, ты татарский издательство яри уже, в Татарстане шериш. В основном и Сабар, Теримар, название мерца Москва, до Асланбек был, Саорцига. Фамилия Фуэрцин, он там занимался, печатал. Ижаев Асланбек, да, Ижаев Асланбек. Родители его знал, а там родители его заслуженный учитель, мать его директором. Да, посадили недавно его, посадили. Нет, мелдуцах, вообще кошады, чуялен. Уже суд прошел. Так сам нормальный он человек. А что он делал? Ну, видать, не, и выпускать, я же литературу. Они сами раньше подписывали, да, любую книгу, которую ты выпускаешь, что через определенные структуры пройти ешь мои. Последний там подписывают, ну, ФСБ, да, это посылают они, до них там эти Молнашбат, цыган, Москва, Юлиш, они проаудитировать ее, проверить ее, дают, как бы этим говорят, нормально все, они должны дать, поставить разрешение, чтобы печатать их. Видишь, выпускать, я ж майорит литературу в Москве, в Питере выпускалась, в Москве заниматься дешишь. И Исламбек, чуялен царец.
хан мелтион, так садовся, хан фианца. Цунда, по-моему, Швита там завучем был, а жена учительница заслуженная там Советского Союза, учительница его. Понимаете? Семья вроде нормальная. Этот литературу выпускал, а там, видать, скорее всего, они решили, ФСБшник, уже оголодались, и забрать этот Уолтона и печатание Эгоцанюка, где-то он там в долях там был где-то. И цех Яц, или как его называть, он там, а? Издательство. На издательство Санюка там где-то участвовал, они решили под себя забрать, наверное, и поэтому посадили его там. Он вроде очень большой срок, по-моему, поймал. Ну, я слышал, да, там в Хантюансен Бош. Ну, Да там лет причина 10, по-моему. 15 или где-то такое, там что-то такое там слышал. Ну, там он и издательство, где-то он в Холцинах и Цамалате, там несколько человек, видать, это решили под себя забрать они. Вандерком там что-то ему там вменили и посадили его. Обычно цардешник, да. И цены палбина. Сега Питере, Махачкале выпускалась. В Махачкале даже вот у меня Коран на чеченском языке. Я его купил издательством 2004 года. Просто цойна. Вот и видно, уже сам тут. Само на самом доме Ашхадович тогда начитался, по-моему, Бахар книжек этих начитался. Лёгок. Мыцкайт дырас, дерек бокдоцерк. Мыцкайт, как это сказать, мыцкайт, что это все неправда. Пармас и Кузай, Хайлен, там мало людей было, когда вот это вот открыли у Пармас Шеца канал Хайлен, потом А когда это было? появилось, В каком года году? 3 назад. Года 3 назад, только, смело 3 года назад. Только. Ну, это недавно. Совсем Да, это недавно. 3 года назад я еще был ошарашен, да, это дюче, да, и с улицам поемар, вообще киногу, да, Кузай, киногу. Я еще сидел с Урой, а я-то запишу, виста, уж месяца 3 сидел. Да я здесь и проверять, где ж Волгоде. А Игорь, Тоже хау они, Ялзов говорит, что буслуг где-то тукут зуала, что мухами алыш дуцу, что... И Ялзов говорит, ты не злился на него? на кого? Карма-то, вот, что это все неправда, так не может быть, что ой, лишь... Нет, я тебе дагдох, я не разговаривал, я просто записывался, бог называть, я ж Сура, а я кто называет, я записываю, потом беру, читаю, Машлудина моя цейцу не получается, стримы не каждый день у него были. Не, я имею в виду, Хай, что чувства, Жертва, какие у тебя чувства были тогда? Но Ты не чувства какие злился на обычно, него? не может такого быть, бог, да ладно, еще лихир даться, бог даться, бог даться, а так вот, для себя. Но я туда не влазил, никакие разговоры, просто слушал и тупо записывал суры, а я-то запишу, сводыснак, да, и потом я тут через день, через два там потихоньку проверял это дело. И так я месяца 3 там сидел, записывал все это дело, тут проверю, да ладно, ну, Коран читать, я ни разу, раз 5-6 я садился читать Коран, всегда в переводе, да, и Шнамадати там в переводе читать. Раньше я еще пытался там, да, вроде там читаешь там, и там связи нету, получается. Инсагулат, книги вешай, она здесь начинается одно, потом разворачивается событие, куда объяснок там где-то читаешь, отметьте, вот эта вот вставка идет оттуда, до что там, ну какая-то логика есть в этом.
А там читаешь, там, раз доходишь до там, ты не понимаешь это. Останавливаюсь, проверить, да. Не догоняются, а буду дальше читаешь, а там вообще в другую сторону идет. И так я несколько раз садился, ешь, снова вот так, это таинц. Бросал я это дело. Алх еще дальше. Да, Сахиду Кузаца, надо кого-то, специалиста, который разбирается в этих вопросах. Вот Зязина, куда кетч. И, например, Сура 4, аят 24. Там не написано, а Кириан зуд Алязин Мадаси, женщина, которые тебе попали в неволю. А там пишут там то, что там, я думал, там, как будто там, тебе понравившийся Александр. А Лёва, там там это, вначале написано, и замужние женщины запретны для вас. да, Вот вот это когда, вот тебя когда обманывает, уже, берет это, да, тебя когда обманывает вот уже это вот. когда хараш нормально, когда нормально говорит, внимание, затупить, свой. Да. Сахиду Керолин, раз, я ты тогда хочешь, а ты не знаешь, что делать. Сахиду Кого я Кузавод. внимание затупить? Я просто прослушала. Там в этой вначале написано, и замужние женщины запретны для вас, а потом уже написано, если только они не стали вашими невольницами. Вот первое предложение там затупляет внимание, и ты не обращаешь внимания на второе предложение про невольниц. Поэтому дальше идешь. И там не обращаешь внимания на детали, когда не вникаешь в них. Леха, как Эрвин Варика Игорь Хаух, когда ты видел вот эти несостыковки, лерта, да, серым, какие у тебя чувства были, мысли? У кого? У Лехова? Леха. Ну, какие чувства там? Я же говорю, дойду до туда, сокечу, да, себе запишу и останавливаюсь. Потом, ну, я своей работой занимаюсь, там, или для этих было, потом занимаешься работой, там, потом опять берешь, опять начинаешь читать. Да ладно, сахиду кузаю, что-то хотят объяснить, дальше, может, что-то будет, или идешь дальше, дальше идешь, там, бред до тебя. Я у меня вот это вот, когда я что-то не понял, я дальше идти не могу. Там опять начинаешь снова читать, начинаешь думать, да ладно, может, я где-то я пропустил что-то, Оля. Вот так вот несколько раз брался я читать этот Коран, в это снах. И этот сакет, битва Дерасима. А Пармац разложил это дело, да, он уже там и то читал, и где-то лазил там, и он там раз раскрывает это. А я сижу, записываю, давай, что я мне Бог Дамаду, а просто он, кему тебя в Коране это написано, а потом тебе разъяснение, сейчас Бухари, Али, уже Али, там вообще целая книга получается. Ты думаешь, я прочесть, так, цигу дьявол, я шмавуйсу, я до Корана, и Бухари до книжка моя циря, 2 тома таких больших купила, и Коран на чеченском языке, купил эти 2 книги. Думаю, но это здесь я вот закончу, потом пойду дальше больше. Их буду читать, там, разъяснение. Что это, куда кеца, разъяснение, потом Парма тебе и это тебе дает, и ты читаешь уже разъяснение там. Иди сюда, Бухари. Читаешь там. Ермаду Кузаля. Уже я уже догонять начал. Латама, да, освободил. Запретно для вас женщины, замужние женщины, а дальше уже описывать, какие незапретные, кажется, тебе. Он Эрдами году и Вождами году и там описывать, когда неспосланы этот аят. Мастер, когда они напали там на спящую деревню, баба обычно они там делали, там на шаглыш момент, подходили и от момента нападали на людей, когда некоторые люди, что там Балар был, там скотину посмотреть, уходят, они нападали на это село, убивали мужчин,
захватывали, кого могли захватывали, и потом их делили, получается. Вот это кача, думаю, там я уже понял, там бред двери, не может Всевышний, не может Всевышний такое дейлац, сумун вючул, дейла, и не совпадает с этим Аллахом, ну, никак они не совпадают, получается. А тот Хармата, ты не знал об этих вещах? Я не знал это, представление у меня было, Хагул Бельчан Бахканах Дыч, тогда я это слушал. И царь Хадис Наги, и здесь Хадис Кузязи Наги, это две, ну как земля и небо с Адмундукис. Сука, да. Я 10 лет назад, только сейчас я понял по этому аяту, почему в Сирии одну историю мне рассказывал, друг, он погиб там. В 2014 году они, да, атака там была, и они захватили там несколько, много сел. И они собрали этих езидок, там муслим был, рыжий кистенец один. Они собрали всех женщин и начали под охрану взяли в Сирии. И приехал ИГИЛ, они хотели молоденьких оттуда забрать в ухо, ногчу, что этот. Командир сказал, нет, мы их забрали, они наши. И только сейчас я понял, почему они под охрану взяли, чтобы их ИГИЛ не взял. Что-то я сбился, ночь, не пойму. Ну, в общем, факт, что хотели забрать их. Я тогда не понимал смысл, как забрать, для чего, почему. И только вот понял, что вот это, оказывается, ваши десницы овладели. Поэтому. Да. Там как Шхизм обвинится, пристегивая, на цепи пристегивая, они их мучили всех тут. Леха, а доки чтет, и хайн хаса дейцерна, и хайн хаса и защищает яшнда, в этом дело на этим доки и таря. Это дель, но я понимал, Бакенах, они были те же не очень были. И Оран редко кто был, кто мог читать его. А Хушбеш, это я уже тогда понял, что это спецслужб белое будешь. Они все, кажется, ну, еще там... И это дель, но хотя уже я понял, что это на спецслужбы работают эти все вот эти молношяц, которые знают и не говорят, они все работают на спецслужбы. В советские времена там из Южталуан часа и мне вот рассказывал дядька Охчашу и там Варандыку Сагу, короче, его, говорит, забрали в районный отдел КГБ. Да, ему предложили, короче говоря, будешь, давай, мы тебя Юшта Имам Херво, там, говорит, и будешь на нас работать. А что говорит им? Ну, Аран, дик еще, ты дерцен. Дик дугар, назначает вершилищ, так, сумса, тапча халу, зарплата милду и погон шалушина. Удостоверение дайте, говорит, тапча халушин, говорит, зарплата худушья. Те на него смотрят, говорит, ахуются, аху зарплату, тапчуются, ревожи там. Так, собордаешь, что бал давит, шубой, бо, бал бешуйся, вот, тапча халушин, говорит, зарплата милду халушин, удостоверение халушина. Те его, короче говоря, там, латавасар отправляют и сушок пускают вслед Айрю Алисака.
через своих агентов. Вот он, говорит, дома он находился, что редко людей принимал, что приезжали к нему, вопрос, что разбираться бешено. А так редко он принимал людей, но они слушок пустили хайру и алисаль. А он просто решил на них не работать. Потребовал у них, говорит, хайру аль-санша, говорит, тапша алушин, говорит, жалование, имел удостоверение хадашиналь. И они его тут пустили, да, я есть, там, что-то но пустили слушок хайру аль-уизаль. Я уже понял, что они это все эти молныши, которые знают, начало доходить, что они все работают на них. Говорят, а дэшбэц, конечно, ты делаешь. Мельвег хилиш моя столица, а потом понимаешь, мельвег уиш. То кипер, конечно, хауша шайнли, балабан, и нах был мутитеш. И сахас хабашлич. Обвякнчен. А потом, когда в институте уже начал там читать там и литературу, это получается, потом до КГБ захватительное здание, по телевизору прошла передача, оказывается, до и массу, я знал, ойля, тина, буешь, маш, буешь, там, оказывается, они все работники подконтрольные все были там, жаматы, как типа жамат, там банды у них свои были, юрчка там 40 тысяч получается всего по республике. Окон банд, окмехтя был бешер там архивные данные там 30-го и далее, как они работали, получается. НКВД и охранять. У этого там Шейла, у этого был Царь фамилии, у него столько-то получается подчиненных, там, которые там в Смехте районе работают, там в Гудермесском районе, ИРУ, там у него столько-то штыков типа там записывать. Я же телевизор тут слышал это дело. С района, а ИРУ и Бог, в Шатойском районе, ИРУ там фамилию пишет его. Ну, я зачитываю, так, телевизор зачитывать те жертвы, когда вот КГБ, НКВД, ЦВ находился, и архивные данные, как он вместе подчинен наш Барух, он вершбар. Там выясняется, что сделал. Это вот и вдали, хенерти, хенчу, столько-то штуков у него там на Келечном районе, ИРУ, там он отвечает, там у него столько-то людей был. Шей белого халактейца, внедренный, был беж, кто полезный идиот, кто не полезный идиот, и целенаправленно работал. Сантьяго, полезные идиоты лазили. Догонять эту картину потихоньку начала раскрываться, эта картина начала. Ну, основной толчок от Динчур Айруэллер, солнце я в своем коконе был, там, буквально сам замешчись. Эти работать мешают, НКВДшники, все вот это, а это Эндуборса еще там лазил фармас, хадис уличено, меня заклинило на Суре 4, а я 24, меня заклинило. Дейлер Хейшер, а потом он вместе Шабраэл Дайтан, Лайма Хуизел, Худа Диази, Шабраэл Дайтан, он не знал, что там солнце там на севере там 6 месяцев, ну день, 6 месяцев ночь. Ах, тебя, уштагылаться да, вот это вот, когда тебе вот это вот раскрывают, бакачакач, он тягай, моду худой, что тягай, худо дизаш, ближайший тягай, худу хажен. А он не догоняешь, что более 1400 лет назад тяга. Ближайший мур будешь на санях, там нет уже машин там. А ты живешь в этой остановке, где рации есть, там на севере, там корабли ходят, связи есть. Не догонял это дело. А когда вот это вот освободил, когда Ирпалма был, царь мода дешево так. Жабраил Хуш согласился, Аллах не знал, что у него там такие места на земле есть, где там 6 месяцев день, 6 месяцев ночь.
Ну, там с промежутками. Да. Это года 10. Ну, Жимик и Сура 4, и 24 меня просто заклинил. Я когда Эль-Пальвер, я нас не можешь такого быть. Леха, Энси даже чуванчик связал, улучшил, да, это решение, значит, и его. Нет, сразу определитель мою, лакмусовая бумажка, собордня, ногчи, кира, ногчи, додала, жимма, ногчи, лундала, ачва, ай, илостас, бакдут илостас, голя. Это определитель, вот, собордня, ты, выйти, ногчи, выйти, валь. Это определитель, ногчи, усилий, он примет это дело. А серьезно, Бон, это определитель, лакмусовая бумажка, и что здесь? Ногчи, голова, ты не можешь это принять, а до год и согласись. И Жена, две, когда я еще совсем юная была, когда начала понимать, что все это никакого отношения не имеет к тому Богу, в которого я верила. То есть я верила, я думала, что религия это что-то очень доброе, светлое, Ну что да, Бог да, он да. очень И доктор Дюсек. мудрый. Что вот я примерно сравнивала, я не знаю, его с моим дедушкой. Что это должен быть какой-то кто-то очень мудрый, добрый. И про пророка я тоже думала, что это очень человечный мужчина, очень такой, как это сказать, что он ко всем проявляет сочувствие. Вот, все, что я начала узнавать уже будучи, вот, ну, мне тогда лет 15-17 было, это все вообще противоречило моей вере. Вот, и тогда я, когда перестала во все это верить, было сложно все это скрывать, потому что задавались вопросами: "А почему намаз не делаешь? Почему то и сё?" То есть я как бы и в быт уже не встраивалась, в семейный, и уже как бы и я человек сам по себе такой, мне очень сложно врать. Я искренний человек. Я рассказала об этом своим родителям, брату. Вот, что вот я во всё это не верю. И я не знаю, может быть, в другом случае как бы прислушались бы, но будучи из-за того, что я, юная и девочка, у меня хотели отобрать все мои устройства, компьютер. Говорили, что это все из интернета, что меня зомбируют. Ну, не верили мне вообще, когда я все это рассказывала. Вот, и к имамам водили, хотели джинна найти какого-то внутри. Хотели, чтобы я снова в религию вернулась. Сложно было это все. Но чем больше мне это навязывали, тем сильнее я чувствовала отвращение и злость, и более радикальной становилась. Я самостоятельно во всем этом копалась, делала разборы сама. Всё это записывала, потом рассказывала. Тогда еще то еще не было, никого из этого не было. Я думала, что я вообще одна такая, что я вообще не имела никакого подозрения о том, что появятся мужчины, взрослые люди среди война хаита, которые тоже будут это все разбирать, и тем более публично говорить обо всех этих ужасах. Может быть, если бы среди родственников был бы мужчина, который об этом говорил бы, к нему, может, прислушивались бы, но ко мне относились как к какой-то сумасшедшей. Еще списывали все на возраст и на пол. Вы первый чудак, через Турцию, пару через Турцию до
суфизме, а через него чудес Мадуидин, да. Мы-то думали, там у них там это где-то. Даже я толком не знал, что там оно как бы разделится дина али, там цигадыка, но царь изменить пал бы бош могли получается. Кузадык низ ли, там через суфиз, через Мадуи хасум штич. Ну, обычно тоже там это круг у тебя вот смерти, он оглушен, бакана, бац определенный круг махулей там. Нюкаца моколенца, дешенца, убош, шицы, коцига. Опять как царь хазмадыси там. Да, что Хазари, вот я вырос пророки, когда есть хадис, когда он, как еврей слепой, проклинал его каждый день где-то возле рынка, ругал маму, а он, оказывается, его кормил и разжевывал беззубый тот был. Хазари, что он пищу ему разжевывал. А вот не понимаю. Хармон читал, он вообще сердце Аллаха. Это другой совсем пророк. Ну, когда тебе разъяснили там, получается. Я ж тебе говорю, там это гладил, а потом выясняется, щичали про евреев слышал там. Свой смерть, а он сидел, Барса дочь всегда проклинал его, а он, оказывается, его все время кормил. Да, разжевывал ему еще пищу, мягкой. Про еврея это недостоверно, хадис. Не, ну нам рассказывали, недостоверно для Бош. Да, ну, там таким голосом однажды пророк, там, меня этот рассказывает, чудило какое-то. И что еврей, там, слепой еврей, там, типа Абу Бакр спросил у своей дочки, что делал пророк, там, из того, что я не знаю, там, туда-сюда, и Айша, короче, ответила, что он ходил и кормил там какого-то старца на базаре. И тот пошел там, и я когда это послушал, Сунтан, буду лайку, и он сразу у меня в голове переключилось, я два Гервуду, да, короче. И он его, то есть за то, что он его хаил, смотри, перед смертью пророк уже сильный, да? То есть они уже захватили эту Мекку, там, туда-сюда. То есть это не на старте, когда там его чморили все там разные, там, чуешь, типа Лемас дошел, Шарна, туда-сюда. Обзывали его, когда, да, обзывали там Музаммам, может. А тут еврей день на нахижу, как день. То есть после его смерти вот этот еврей слепой старый не знает, что он умер, то есть небольшое там сразу я в голове прокрутил, так, а как это так? Он ходит, хаит на базаре еврея, то есть пророка еврея, и ему за это голову не отрезали, гранатометом его не стрельнули, там на дерево не привязали, там с этим тротилом не подорвали, в клетку не посадили, не утопили, там бензином не облили, нефтью там не подожгли. Это как так? Не понял. Я это пишу товарищу, который меня прислал. И раз я отцер моду, они просто вот так берут, копируют и дальше присылают. Хотя я ладу, вот это схавал, подсознание в себя мозг забил этим. И вот так вот они забивают этот мозг себя, забивают, без каких-либо там, я не знаю, там, аргументов, там, без ничего, фильтр, контроль, забил мозг, дальше пошел. И у вас, вот, то, что я перечислил, и моду, типа, он там, Шерли Абдо, когда это сделали сразу, террористы, там, теракты.
И раз там через пару-тройку часов, там, видимо, улемы перешептались, переговорились, и мне он пишет, и достоверно, да, Сахалаба. Вот А он свободе, бас. А сидел и какого говорил, хрена ты мне Тритян. Да, какого хрена, я говорю, ты мне присылаешь ложные, недостоверные хадисы. Allah te выбор. Сун саха эсуне Издитай, хата сне. издитай, Суне хата издитай. сне. Потом, я доскажу, потом мне присылает еще такой же хадис, плюс-минус, с этим же балаболом, который его озвучивает. Азбахар, недостоверно, хадис озвучивает Бешалар, мудак, хауда ты что, пас. Ты что, дебильно, что ли? Раз один раз мудозвон озвучил недостоверные хадисы, ты что, варьте уйга дальше недостоверно. Шла движ, короче, все. То есть вот это понимание, видишь, аж хулиел, да, просто глотают все подряд. Он там даю, еще впитать ее в себя. И ходит он вот этим своим зомби, который у него в подсознании уже засел, и там и бурда вся, и достоверная, и недостоверная, и там беда цахнет, что ли? Я комбилан, Хуй, телевизор что, яцерца, что, где, когда, передача, яцер. Суча Дагдура, он там вопрос одним призывает сказание, почему там халиф Умар там свечка бяхканшена, он сидел, свечка вот какие-то делами занимался, к нему пришли там гости да. его, и он берет эту свечку, потушил, другую свечку латейн, эту потушил, и там, почему он это сделал, боже. И там и вопрос, ответ там, когда читают ответ, они там не догадались. Это была на государственные деньги купленная свеча, а его друзья пришли с ним там, бяхканшен, это государственные деньги. Изъядил, в общем, свеча, да, и он включил все личные деньги, если глотаин, терсан, эри, бог. И там думаешь, да ладно, чего хилаешь, бог, да? И там эти проигрывают, что где, когда этот зачитывает, и бог ленца, он думает, нет, он тебя Меня тоже это зацепило. Сани свою бошь, он догмадогом получил, рамел он исхилаешь, мачоч, охилаешь, нах, бац бошь. А потом читаешь, что пророк, разреши ему отрубить голову бошь. Вообще все смолола бошь, гума элвали даже, что-то он там спросил, вот мяща, иногда это центральный мяща, хат цаговой Мирзаев, знаете, куча хат, вопросы есть, сама там, не успел он задать вопрос, и вроде безобидный вопрос там получается по телевизору показывают, как он пирлается, вроде нормально, потом его находят, как раз через неделю находят его всего переломанного, как будто он хотел взорвать чего-то, мощанчик, развернутые ноги у него наоборот, вот эта картина, видишь? Вопрос задать, этот халиф Умар, там, давай разреши, я отрублю ему голову, боже. Наверное, самый справедливый наглад. Лучший из людей. Камни гладкие просил, сидел, вообще замечательно. А вот про человека, которого потом сломали, как бы после того, как он вопрос задал, это когда было, это что за случай такой и где? Это уже центральная мечеть, Диндува и Ца. Это Кадырова старшего нету, это Рамзан Улханяц. При нем, по-моему, Мирзаев. 13-й год где-то, 12-й, по-моему. 2012 Я не или знаю, точно 13. я тебе не скажу там. Да, он там в мечети сказал, Резвоч. А Резвоч, Шумадуша, Эльчундальча. Раз сел этот стал Саул, Резвоч, а туда-сюда. Отлично, место цел. Возразил ему. То есть он его сам людей спровоцировал. Типа, можете меня как бы подправить, если я не прав. Ухо, халавайтин, они хобаку, туда-сюда, Эльча. Сразу А его короче. Нас крутить, налагается, потом через 20 дня. Адвит был. Через, да, адвит можешь, вот это типа. Вид, ума, да, адвит можешь. Уфо, там через 20 дня, ну, через неделю максимум. Там машину, говорит, типа, обстреляны, машину. Я у ногу, что кулакшки, что вывернуто, как гаден.
То есть они его полностью кегвин пытаются, видимо, законно. Церкера волчаш, я кажется, оппозиция, ничего кажется. И умер, по-моему, какого-то шизофреника показывали. Да, уже после того, как он погиб, они его как бы прострелили, да? То есть там вдохнули. Они же как будто бы он живой показывали, да, какого-то шизофреника, мол, вот его и так. Да, это вообще другого, подставного утка, типа, вот, типа, ну и что? Это в начале 2000-х было. Нет, в 2010-м, где-то 12-м. Это не в начале 2000-х. Был центральный мяч построенный, да уже там центральная мечети Это идет. сравнительно недавно. Ахмат тогда жив еще был, что ли? Не Ахмат Бацуана. Лет 10 назад это. Леха, цицк сандах, цемек поэмору, цицк сам садах, шекета ир, паш Ир хая конца отрезал платье там метр садах бош. Из анекдот, из этих сказки рассказывали, да. короче, жимол цена, ходи отсон из цицкиш сандах мечтать. Это тоже недостоверно. Мне это тоже рассказывали. Сонда хама там даже на другом конце дивана цицк дежина, что Алма сам долг рассоры четкие, сохумающие. Около дир, это где паша изучена, цицк дежина, шмухова его, швойма юрисы. Но в каком моменте альшайна, альшайна, вообще даже недостоверные даже, да, так, про какого-то султана, да, это сказки, кажется, фрагменты, Deutschland цицк дорцинце муазир. Свободы. И цицка достоверно, да, знаете? Да, следовательно, и рядом нет. Касаться дяшдации более поздние книги, рассказы, фрагменты. Суфийский сказки, ну, короче говоря. Представь, имел чего дичь второй, наверное, почти, ему не было. Это уже цицк лиеш, что из свой сам садах, не один. Да им, короче, хуяр, хуачери, куз, бары хуяр. Имяжи те дучу жмадари. Жим ючхан, дочун. Да, цицк солнца, да, я темячки пошел. Дичь моя. Да, сам бадик дичь, достоверно, думаю, you know. Это даже не про рабов, не то, что про пророка. Не, ну, дело в том, что Гитлер тоже любил кошек. Реально, цицк штишо, где умора носит вац, абу хорейра, отец хотят. Ich habe auch jetzt gesprochen, so noch vielleicht sonst ja und auch schön als Gast. Сабе его с халат отрезал, его Айшо зашивал, штопал его. Да, Там кто-то из этих изучающих этот вопрос тоже какое-то расследование там делал. И Абу Хурейра вообще высосан из пальцев персонажа был. Просто чтобы и Тулч лил, шварил там, туда-сюда, чтобы вот это все туда должен был быть свидетель какой-то, что высосан из пальца убор. Рабы были, тулгоносцы. Играем, чем пьешь муази свидетельством, постоянно камера, дрон зала снимать пьешь. Еще речь платим, да, это уже брал снимать пьешь масон. Там не обязательно свидетели нужны были. Ханом Хелотун и евреи он каждое утро кормил, и все он успевал. И 9 жен и 2 наложниц обходил каждый день. Бежал, кормил евреев. 9 освободи, 11 царевич.
Вместе с двумя наложницами 11 лет. Не, наложница это отдельно. Даже умыться не успевал, бежал, еврея кормил, пищу разжевывал, на бегу ему. Не, подожди, потом он на работу шел, зарабатывал деньги, там полгода. Потом Хавиан купил на рынке этого раба. И сам дагети тыш. Масан авивитеш асер давыр чусай раба, да, отпустил раба, показывая пример арбой бацан. Не мог он приказать убрать табам, лишь не мог сказать. Он пошел купить, заработать им, полгода работал он. Это заработал денег, купил раба на рынке, привел его, Масанюка давится. В Пример будет. подрезанном халате. Да, в штопанном халате. Нет, представь, где? Вайсяма. Вайфу. Пожалуйста, представь, где? Не этот, не Аллах, не пророк. Почему-то, ну да, вот по вот этой бурде, которую там передают, не догнали, не догадались, что чтобы отменить рабство. Просто мабей, то есть нах мабей, мабия царя, лаиш Аллах, четкий этот двосин, и также пророк вахид, двосин дополнительно. Ассайгара Бог, короче, полностью лайло, я даел, мижира чаю говорю. Вот и хум да, и хум цадич моду из тунакия чуатов. То есть, чуть-чуть лагму само. Некоторые люди сами хотят быть рабами, наверное, поэтому. Да, мечтает стать рабами. Сунахфо, Сунфухазадур, как это объясняют, что, мол, вот, сейчас тоже есть рабство у этих западных, у которых якобы гуманное, тоже есть рабство. Вот эти все корпорации, вот эти все работники, они на самом деле рабы, просто они об этом прямо не говорят. Этих всех людей используют, рабство нужно, оно было необходимо. Вот что вроде что чего-то такого я слышала, такие объяснения. Вот это все приравнивается к обычной работе. И сразу идут ссылки на западный мир, сравнивают это все, как бы все, что они делают, приравнивается к козлу, а потом уже говорят, что на фоне всего Запада рабство даже намного гуманнее. Что вот рабов нужно кормить, что о них нужно заботиться, и вот это вот все. Там какая-то своя система объяснения всех этих вещей. Дома отдыха у них, получается, для рабов сделаны. И это занимаются, верхушка занимается их там. Дел бешвиш. Понимаешь? Гуманитарная помощь там. Раб мог против халифа подать шариатский суд, плюс халиф проигрывал рабу в суде. Да, эти сказки тоже были. Леха Гуйнойц, масс наложниц Халахаем. Шаи хилам хилю точно. Ши бог царицу. Почти угадал. Одна из них стала его женой, Джоэрия. София, наверное, да? Не, Джоэрия стала женой. Мария Аль-Киптия, Мария Коптская из Райхана бин Зайд из племени Бану Курейза. А третья Джоария бинт Аль-Харис, хотя она стала женой пророка, первоначально она была пленницей, захваченной в битве с племенем Бану Мусталик. Четвертая София бинт Хуяй также стала женой пророка, но первоначально была пленницей после конфликта с племенем Бану Надир. Пятая Хабиба бинт Аби Суфьян, хотя она стала женой, ее статус до замужества мог рассматриваться как пленница.
Асун Гавицнаг, Рюрен Вельшен, Лобет Шаями, Атерцик Бош, дивіться даром. Дома кушать нечего было, Бош. Там после смерти от него там осталось коврик какой-то там потрепанный, там что-то, челма, сандали какие-то там. Напоминает вот эти истории про Сталина, у которого только пара истоптанных вот этих сапог и френч в этом Заштопанный френч, да? да, в шкафу френчи. Хотя на самом деле у Сталина личный кинотеатр был, короче, ресторан. У него также в сейфе было, короче, 5 миллионов рублей золотом, там за какие-то гонорары книг его этих поганых. Еще там какие-то миллионы рублей. Представь, тогдашних рублей, там долларов. Короче, у него было ненужные ему деньги. Он зачем-то хранился, и, видимо, по бандитской вот этой привычке. Жадность дама цели. Он же в молодости грабил банки. Абсолютно не что же. Ашу Элтес. Свердлов, Цера, Махалевич, там куча у них там дальше, это вот где-то у них там в сейфах доходили кучу денег. Вроде они на гособеспечении всем были. И доллары, и золото там находили. Просто я тюрьмы, что и диктатор рекламируют. Они одинаковые, потому что, в общем-то, не отличаются. И гумш придумать, я вот какая-то сволочь же ходила, это, ну, и придумывала эти вещи. Зная или не зная ничего об этом от себя, но он придумывал, ну, типа, и что, весом, вес, бош. Так, квадратный этот исламский деньги, трон тиховший, значит, вальяжно, трон и разводит, цедой Аллах, и начинает рассуждать там, что ислам, что Бог, что и Бог, урбить было. Либо такие, либо нарочно хуш, но при этом ночищина, пючебич, еха бешишь. Ну, типа народ. Это же массово, получается, происходило, раз уж это и у вас, и если это и в Ингушетии было. Это делали вот эти. Это массово происходило. Я рейштина хабяхкинса проходил шхулиш, желатан, шхулиш, емин, кяхло юбош. Либо турецкий цахулиш, немалый. В общем, это иноземцы в любом случае. И им удобно было это разводить. Сискал мой, это монах, мы же привыкли, видимо, что монаха, мы знаем, что монахи это владеют какими-то знаниями, и Таилам на царях Ушмахулова. Вот они тут годами у нас, тысячелетием почти что занимались этой миссионерской деятельностью, с той стороны, что там мелкие, короче, миссии, что там, и помогали, там, пытались распространять, там, ишца. Ну, просто очень долго мы с ними явно общались вот с этими людьми. И когда их заменили на этих мусульман, он же паразит, мои, молниш, то мы как бы грамотно, то есть некая альтернатива, и нас надули. Даже мы, если в словаре покопаемся, все больше и больше узнавать. Лазар Доштец, вот он очень интересный. Лазар у нас как бы этот болезнь был, болит. Проказа, болезнь святого Лазара, лазарет, дождь оттуда. Интересно, почему это похоже?
Как с Прасковьей, наверное. Пирасского, и вот от них, скорее всего, болезнь святого Лазаря. Просто болезнь, а Лазарь, видимо, взято у этих монахов обозначение царя Лазаря. Лазарь прокажен начинал болеть в базилике святого Лазаря. И от них, видимо, сейчас, видимо, долго они Нет, это стоят. чисто совпадение. Херион и Лазарет Бог, да, цельных, да. Хельмек из-за того, что у нас есть глагол лаз, то есть болит Бог, а Лазарь это существительное из этого глагола. Может и обратное быть, что от этого слова Лазарь, Лазарь мы обратно болеть глагол вывели. Из-за Хельмексики. Потому что наше слово, оно очень древнее, это болезнь, как звук человека, которому больно. Стон просто. Это понятно, что это древнечеченское. Видите, если поковыряться, они очень долго, алфавит с греческого, пытаясь распространять. Чтобы распространять христианство, им нужно местным мотях, арабские шеймот навязать там они переводят на местные Евангелие и вот так распространяют. Что динца гинхар допшун Евангелие имеешь будешь христианство распространять, ты ж Апостолы Не-не-не, или вот это кто? знаменитые Не-не-не. тексты, которые... Миссионеры. Не-не-не, Да. цаим сурку распространять, ты ж братца, секта в России Свидетели, запрещена. В России свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы. Ночью можно Библию перевести, не Библию с Евангелием раздавать. Тоже Иегова, Иеговись. да, Иеговист, да, то же самое, это их фишка, они, в отличие от арабов, короче, Евангелие распространяют, на местный язык переводят его. Или на греческом, короче, на основе греческого. Hints гуштя лишен, что на основе греческого, научный еще лишен, ссылки еще. На основе греческого и алфавита, грузинский, они ходили, распространяли, вот, христианство пытались распространять. И у них там такой, ну, скажем так, из-за злобный делает сама идеология Христа и вот этого. Им удавалось конкретно ее, короче, в гибридном виде мы ее воспринимали. Болезнь Лазаря. Понятно Экстремисты. было, дальше было самое, ты делаешь и колдаться. И кто вам позволил жить среди кефиров больше? Сосветлинский видео платишь? Дух юпаш. Каюзни карпу. Савурда, даласту. Allah сылдыстов. Батальон имени Джованни Батиста Боэти Оушту Ушивой. Юбара Оушту. И батальон имени Джованни Батиста Боэти. Из уже ее еще надо второе имени Шамуила Калужского. Второй класс. Скайповского. Скайповский разведзвод еще величина. Или отделение имени Скайповского. Самуила. Шамиля Маликов. Маликовы. Странно, почему не Магомедович Магомедов. Армат Хостакова Джованни оригинальный софтвер. Такой человек и должен быть с харизмой. То есть у него и голос должен быть внушительный. Акхельвела Мация замухчала Вичайна. И замок Чавилля тоже не так, наверное.
с австрийской этой принцессой. Императрица Бакбан Веломасти. Да, и да, какой итальянец Децевич. упустит такой Духазлош. шанс. Децевич чума барыз. Поехал хаз. Самый красивый мужчина считался. Да, Медини Чувошин как раз. 4 косички, красный халат, покрашенная борода. Хрому, сандали. Не, они там босиком ходили. Леха, Покрашенные Камней. глаза, накрашенные глаза у него, крашеная борода, там, И камушки. Леха, Султан вас сала, мы же ватсо учайна хазяин видеота. Сени Цагеза. и голши, коб голши, сустав шо мэскшат. Üsta andis, a jakki kalatusksanda, чего я борст, чего выцонис. Я Межиева особо не смотрел, вместе с Витей Гяс, я это смотрел до Хвырис, до Духовный описать, Дербент Иван, и Абмен, Абьяхан Асхаб Шбат, Циг, Цандр, Антиахиан, Цандр, она ждешь, аж там. Смотрел видео, думал, кого кулил до тепло. Publika Hāmas, nākošais do čurstām, что выцонис. Писал за гол своим маленьким, кривоногий, как он бегал там в поселке Мичурина. Сала, межи, уявится. Молодой вообще. Молодой утя. Он просто в роли старичка играет. Да, ему где-то 43, где-то вот так, 42. Он, оказывается, еще и каратист, да? Ушу Саня. Sport lēma salavat, sport lēma salavat, sport lēma salavat. Солят. Ну, стройным держится он так, нормально. Так, живот ясно, кечер, сандаться, молодой, банда, еще там около живота еще смотрю. Муфтием избран был, ему было 30 где-то, 32, 33. Индия шайна, мас шохаллат яцуни, цигары движение шкинчайна. Мне интересно и должность, и муфти. И свои Ичкерии улучшаем, придумать. Если и от схейна и придумать цейня, какая тут подручнее уже, так долго, дарите интересно и придумать. Вот это Татарстан цыган уже улучшается ли муфти? А во время Ичкерии была она Татарстан? То есть мы первые придумали или они? Мне интересно узнать. Цыган хлой, он из Аллы 12. Муфти тогда были этой части, той части Бош. Разные муфти шмабариш. Муфти целовал, как руки Алексею II. Гениш. Идем удивляться. 4-24. Нормально Бош лежал. Там целовал еще невинная шутка. Просто во время Советского Союза и муфти он должен ели Советский Союз. Вроде бы я не слышал про это. Патриарха.
Ильеша, меронцы, муфти бошток, Татарстан, и там, Матарстан, может, Башкирии бошт, а что-то это. Советский Союз имеется. Советский легче, может, там подсуетились, вспомнили, что при царе был. Муфти Союза вроде не был. Вот этот патриарх, вот это была, да, это понятно. А вот исламского такого, так, муфтия, там, чего-то такого в советское время, по-моему, не было. Я могу ошибаться. Да, вы муфти Хилиза, короче, и какую-то там Царские Это Алексея вообще КГБ продвинуло патриархом. Там был, кажется, другой кандидат какой-то. Не, я имею в виду, вот подчеркиваю, короче, Конституция, и кому-то приходит в голову, муфти везван, и милу, муфти везван. Вот и милу тя, и идеи, да, гены. Но сейчас уже, я думаю, концы не найдем. Царские времена, там, примерно во времена Грека Зелимхана Эцхена, точно Салманович, Валерьевич, Муфтияч. Да, вот представь, вот туда, вот там Конгресс ОКЧН, вот собрались, первое правительство, вот 100% это эти люди живые. Кто-то сказал, так, воин из религиозный, саму активизм, короче, да где он, самому выйти? Да, Ахмад Хаджи, Муфти Мелхова. Цабеков, потом Казахстан сбежал. Казахстан довольно горк первых лыг. Алсабеков фамилия. Первый хилок, понятно, вот кто его кандидатуру предложил, или он сам выдвинулся. Ребята, вам нужен посредник между этим Аллахом и этим. Хотя выдвинется хотя и такое я не исключаю в нашем бардаке. Кто-то же его там это, как имама Шамиляна пихал. Наверное, Дуга, вот это их партия, наверное. Теми Шавин, Милория Муслима. Ибрагим. Кузак выход. Ну, ты что-то хотела рассказать? Ты тогда вышел, сказал, что тебе надо отойти, потом вернешься. Может, ты хотел что-то продолжить? Логинский. Что у нас по теме было? Тогда было про политическую осознанность народа, по-моему, что должны делать, как должны продвигать тему Чечни в Европе, что могут делать люди. Такое было. И про полицию нравов тоже. Сейчас, один момент, включусь в разговор.